Современная косметология настолько шагнула вперед, что любая женщина сегодня может не только продлить свою молодость, но и изменить ее. Об уколах красоты в новом выпуске программы «Грани». Погоня за красотой, она такая двоякая. Это может все закончиться плачевно иногда, поэтому первичная консультация, она очень важна как для врача, так и для пациента. Нитевая коррекция, липофилинг, инъекции филлеров. Для многих эти названия ни о чем не говорят. Но именно эти чудо-процедуры бьют все рейтинги в косметологии. Для того, чтобы понять, что же из себя представляет современная косметология, я обратилась к специалистам. Но перед тем, как выбрать косметологов для интервью, провела свой мини-опрос. Наибольшее количество положительных отзывов получили два специалиста – Рената Берзенья-Файнштрой и Аделина Геджо. Начну с Ренаты Берзенья-Файнштрой, косметолог с 20-летним стажем в Москве. Сертифицированный специалист, владеет такими инъекционными методиками, как мезотерапия, плазмолифтинг, биоревитализация и много других названий методик, которые с одного раза запомнить просто невозможно. У меня на самом деле косметология, как я ее называю, эко. Я уже, пройдя путь большой в Москве, то есть я пришла, собрала, знаете, по зернышку все самое-самое такое безопасное. Потому что для меня в первую очередь это безопасность пациента. И поэтому для меня нет табу в пациентах. То есть любой, который пришел ко мне лично, я не отказываю, потому что у меня нету таких процедур, которые имеют противопоказания. Даже мой аппарат. То есть он не имеет противопоказаний никаких. Даже беременные, кормящие, люди с кардиостимулятором, ну и тяжелые там заболевания. Не буду их перечислять. Поэтому для любого пациента всегда найдется процедура. Запросы у пациентов совершенно разные. Приходят люди, которые говорят: сохраните мне внешность, я хочу быть такой, какая я есть, только помоложе. Не хотят изменять свои черты. И я считаю, что это правильно. Можно немножко подкорректировать. Бывает, природа немножко, не дала большого подбородка, не дала больших щек, и так далее. Поэтому можно немного внедриться в природу и плавно ее изменить. Поэтому, наверное, каждый пациент должен выбирать косметолога по своей душе, я бы так сказала. То есть, глядя на косметолога, поговорив, не так спонтанно, все там услышал, кто-то сказал, кому-то понравилось, прибежал, сделал. Нет, все-таки нужно, наверное, пройти даже не одного специалиста, я так считаю, послушать нескольких специалистов, чтобы сделать какой-то уже вывод, какая будет линия по лечению кожи, по восстановлению кожи. Я, например, так считаю, что прежде чем сделать какие-то изменения на лице кардинальные, нужно кожу подготовить. То есть провести ряд пилингов, провести ряд увлажнений. Это такие процедуры, как биоревитализация, например. Сейчас она доступна, и она очень стала такая непроблемная. Сейчас не будем внедряться, но есть такие препараты, которые делаешь 2-3 дня, и ты из социума не уходишь. То есть продолжаешь работать, при этом выглядишь хорошо. Далее, провести процедуры аппаратные. То есть я всегда за них. Аппараты тоже разные бывают, сейчас тоже не будем их перечислять. А потом уже, когда кожа сама начала работать, увлажнилась, где-то подтягивается от аппаратов, где-то действительно и от биоревитализации подтягивается. Может быть, и не нужно применять такие тяжелые варианты, как нити, филлеры сложные. Аделина Геджо, косметолог-дерматолог с 10-летним стажем, после окончания ординатуры по дерматовенерологии прошла повышение квалификации по трихологии и медицинской косметологии. Со слов Аделины, популярность на уколы красоты только возрастает. Сейчас женщины хотят сохранить максимально молодость, и очень востребованы процедуры биоревитализации, инъекции гиалуроновой кислоты, пилинги, все, что приводит к здоровой внешней коже. Хотят иметь здоровую, реально здоровую, прям кожу идеальную, можно так сказать.
Но все зависит изначально от самой кожи. Если человек приходит с проблемной кожей, хочет какие-то процедуры определенные, которые он сам себе решил делать, да, то, естественно, сначала я отправляю его на обследование, чтобы понять причины, которые привели к этой проблеме. Потом мы лечим, и потом уже подключаем косметологические процедуры. По мнению специалистов, успех процедуры зависит от общения с пациентом, так как пациенту не просто нужно, а необходимо рассказать о всех плюсах и минусах того или иного препарата. Иногда пациент просит сделать побольше. Вот я хочу там, как у этой девочки, я хочу, как там, у этой звезды, сделайте мне побольше. Вот поэтому все-таки нужно общаться с клиентами. Иногда люди, просто, как знаете, бывает такой порыв, хочется изменить, а потом жалеют. Но слава богу, что можно это все изменить. Есть антидоты, которые колешь, и там губы рассасываются или большие щеки. Поэтому все поправимо. Я настаиваю на естественной красоте. Как бы они не просили меня сделать им там огромные губы, как бы я все-таки уговариваю сделать это поэтапно и сначала сделать немного, и потом присмотреться, если захотят, то потом поговорим, но потом они не приходят, то есть им нравится то, что получается в итоге. Каких-то нехороших последствий, наверное, не будет, просто нужно как бы избежать гиперкоррекции, объяснить человеку, что это будет некрасиво выглядеть, да, и не надо стремиться быть похожей на какую-то звезду, нужно поддерживать свою естественную красоту минимальными вмешательствами. Очень много здесь приходит людей разного возраста, которые первый раз пришли к косметологу. Ради интереса сделают, и все здесь почему-то ожидают, что с одной процедуры будет счастье. Вот. Но на консультации я объясняю очень долго, провожу консультацию, объясняю, что сразу с одного раза не может быть сразу молодость, особенно если это возрастная кожа. Вот. Просьбы какие? Наверное, такие же, как и в Москве. Улучшить состояние кожи. Где-то очень часто спрашивают про губы и ботокс сразу. Мне нужно губы, мне нужно ботокс. Но я начинаю объяснять, что да, это можно, но подождите, сначала нужно кожу. Может, ваша кожа так сработает, что и ботокс не нужен. На самом деле так бывает. Есть такое понятие, как подпольные косметологи. Это неизвестные никому люди, псевдоспециалисты, завлекающие к себе людей на косметологические процедуры низкой ценой. К сожалению, есть и те, кто попадаются в руки таких мошенников. Они забирают не только деньги, красоту, молодость, но и порой и здоровье. На мой взгляд, это немножко сомнительно. Приехала неизвестная, если девочка, сделала 2-3 дня, уехала. Приеду там через год. Если на постоянной основе приезжают, снимают кабинеты, да, в наших клиниках, то тогда может быть, но опять же нужно узнать, посмотреть сертификат, посмотреть диплом. Но на квартирах это вариант, конечно, нет. Если бы я была пациентом, наверное, да, я бы спросила обязательно. Во-первых, репутация клиники. Это сейчас узнается очень легко через интернет. Если говорить об Абхазии нашей, то здесь, конечно, сарафанное радио. И, как правило, здесь не спрашивают у тебя сертификаты, но любой доктор себя уважающий, он имеет в кабинете все сертификаты, все дипломы, он их показывает. Это есть люди, которые не обращают на это внимания. Я всегда указываю, если вам интересно, вы можете посмотреть, но говорят, нет, мы вам верим, нам сказали, вас похвалили и так далее. Но это чисто наша структура нашего государства. В России... смотрите, я проработала в Москве очень много лет. Единицы, которые спрашивали сертификаты и дипломы. А так люди как-то... опять же, в Москве тоже сарафанное радио. Сделала одной, она привела подругу, маму, бабушку и так далее. Во-первых, просить документ об образовании, знать, что перед тобой специалист и врач, который умеет, по крайней мере, это делать. Плюс требовать сертификаты к препаратам. Это обязательно, потому что очень много на сегодняшний день контрафакта, и отличить от настоящей продукции очень сложно. Обычный человек никогда не отличит. На коробочке есть QR-код. На поддельных он чем-нибудь испорчен. Либо ручкой, либо потерт, либо замазан чем-то.
Это раз. А во-вторых, вот такой звук. На контрафакте его не будет при открытии коробочки. Инъекции красоты помогают избавиться от мимических морщин, скорректировать форму губ и скул, устраняют кожные проблемы. Но, как оказалось, каждая возрастная категория выбирает для себя определенные процедуры. Возрастная категория именно инъекционной косметологии – это от 30-35 до 65 лет. Вот основная категория – это где-то 40-60 все-таки. Я соглашусь, что женщина должна за собой ухаживать, но я скажу одно – косметолог не волшебник. Да, и придя на процедуру, как бы волшебства здесь не произойдет, которое они видят в Инстаграм. Да, я всегда говорю, что красота у нас изнутри. Насколько вы здоровы, настолько будет здоровая кожа, а мы поможем ей только. Поэтому я призываю всех как бы к здоровому образу жизни в первую очередь. Во-вторых, периодически обследоваться, проверять гормоны и обязательно витамины, микроэлементы. Это непосредственно влияет на качество и здоровье кожи. И потом уже косметологические процедуры. Многие пациенты хотят прийти один раз, и чтобы это было надолго. Все спрашивают, а насколько мне хватит? И вот как раз-таки вы хорошо сказали про цветок. Если цветок не полить, он завянет. Поэтому так же, как мы питаемся себя, кормим едой, мы же не кушаем один раз там, в год, также нужно ухаживать за собой. Это в первую очередь приятно себе, и приятно окружающим потом, потому что мы все живем, мы не одинокие, мы живем в социуме, мы живем в семье. И всегда, наверное, приятно видеть ухоженную бабушку свою, которая светится радостью. Потому что когда женщина ходит к косметологу, она расслабляется, она может доверить какие-то свои личные такие истории, которые она не может где-то в семье это сказать. Где-то я подскажу что-нибудь, как расслабиться. И вообще любые тактильные процедуры, они для человека очень важны. Такие как массаж, даже при умывании человек лежит, расслабляется, и это ему как для здоровья хорошо в первую очередь. Вот, поэтому призываю всех ходить к косметологам, выбирайте своих косметологов. У нас в Абхазии очень много сейчас косметологов, и достаточно квалифицированных, очень наслышано о многих Сухуми, все замечательные. Вот, поэтому ходите, девочки, к косметологам, это очень приятно, это здорово. Ну вот я сама с удовольствием посещаю это в Москве, хожу к своим косметологам. Для того, чтобы побольше узнать о современной косметологии, я обратилась к помощи интернета. К моему удивлению, открылся сайт пластической хирургии. Но не просто пластической хирургии, а пластической хирургии Абхазии. Мое любопытство не оставляет меня в покое. Конечно же, мы отправимся узнавать все о пластике в Абхазии. В Абхазии такое понятие, как эстетическая хирургия, впервые появилось всего лишь лет 10 назад. Если можно так выразиться, первопроходцем современной хирургии в нашей стране стал пластический хирург Георгий Воба. Изначально вся работа проводилась на базе отделения хирургии, а вот в 2015 году при республиканской больнице было открыто многопрофильное отделение челюстно-лицевой и реконструктивно-пластической хирургии. Если говорить о нашем отделении, у нас отделение включает в себя несколько, скажем, функциональных отделений в одном совмещении. То есть мы не только занимаемся эстетической хирургией, то есть основным нашим направлением является это онкология головы, шеи, это реконструктивная хирургия, это надо понимать после травм, после каких-нибудь серьезных последствий, восстановительная хирургия, то есть это и пересадки, и костные, и мягкотканные, то есть и обязательно это и экстренная вся хирургия, это все травмы, все гнойно-воспалительные, то есть наша основная задача это помочь населению и при необходимости именно. И в функциональном плане, и в эстетическом. Сформировался замечательный коллектив, молодой, но при этом очень квалифицированный по всем направлениям, которые
заняли свои ниши. И на сегодняшний день это тот коллектив, которым можно гордиться, и я уверен, за которым будущее. С каждым днем они только увеличивают объем оказываемой помощи. Я этому рад и всячески способствую для того, чтобы наши молодые доктора развивались, и это у них получается достаточно хорошо. Перед тем, как я начну рассказывать об особенностях пластической хирургии в нашей стране, хочу показать само отделение. Чисто, уютно, комфортно. Это немаловажные факты для любого медицинского учреждения. Отделение, когда создавалось, мы постарались с учетом наших реалий учесть все моменты, комфортные условия пребывания у нас, наших пациентов. То есть это элементарные там, личная гигиена, все в условиях палаты, в условиях одного человека, чтобы он мог комфортно провести даже эти моменты. Надо понимать, что это не больные люди, это люди, приходящими за услугами, за медицинскими услугами, и поэтому комфорт, я думаю, это одно из главных составляющих. И насколько мы могли, мы создали это, то есть у нас есть санузлы, душевые, достаточно комфортные, то есть и все остальное. Телевизор, холодильник, все то, что необходимое, первая необходимость для человека, мы стараемся все учесть. Все необходимое для пребывания в тот период человек здесь найдет, и в свою очередь сам персонал, самое главное, настроен на то, чтобы сделать пребывание здесь комфортным. Кому-то пластическая хирургия спасает жизнь, а кто-то от избытка денежных знаков просто меняет свою внешность. И все же, зачем люди обращаются к пластическим хирургам? Что заставляет человека без медицинских показаний добровольно лечь под нож хирурга? Те, кто нуждается, как правило, это видно сразу, то есть это могут и быть и функциональные нарушения, то есть затрудненное дыхание, если брать ринопластику, и внешняя неудовлетворенность, то есть это те факторы, которые бросаются в глаза, видно невооруженным глазом, не специалисту. Если функциональные нарушения, то мы проводим естественные исследования, где определяем те или иные нарушения, конечно, мы в сочетании как и функциональные, так и эстетические решаем сразу. Что касается тех людей, скажем, с неустойчивой психикой, которые больше хотят этого сделать, но у них нет показаний, безусловно, мы их разделяем, мы с ними проводим какие-то диалоги, беседы. И предварительно мы их всех протоколируем, фотографируем. У нас есть ряд программ, мы моделируем то, что возможно мы им сделаем. Естественно, учтя их предпочтения, в последующем мы действуем исходя из нашей особенностей нашей хирургии. Вы должны понимать, что красота дело субъективное, то, что нам красиво, вам, может быть, нет, и наоборот. Поэтому в эстетической хирургии есть строгая геометрия лица, антропометрия лица, где мы учитываем соотношение именно анатомофизиологических свойств того или иного органа, в который мы вмешиваемся. Поэтому с учетом ваших предпочтений мы делаем модель, с которой согласовываем с людьми, и уже исходим непосредственно из этих параметров в последующем решаем. А теперь о самой пластике. Многие согласятся, что задуманное природой совершенно. Да и вообще, вправе ли мы нарушать естественные процессы в угоду своим капризам? Этот вопрос по сей день остается открытым. Вы знаете, в последнее время у нас все больше уже население становится в этом, правильно как сказать, информировано, образовано, точно знает, что они хотят. Возрастные группы совершенно разные. Если буквально лет 5 назад к нам ходили избирательно, к нам ходили с какой-то опаской, тревогой, и определенные слои, которым сложно было, например, такая безвыходная ситуация, или исключительно, которые доверяли, то сейчас у нас все больше, практически все слои возрастные мы уже затронули, как и мужчины, так и женщины, молодые девушки. Человека не делает красивым его внешние данные, это внутренний мир. Прежде всего, если беспокоит, есть какие-то комплексы у человека, это необходимо. То есть это не потому, что внешние данные улучшат его как-то
но это снимет какой-то внутренний комплекс, даст стимул для развития в последующем. Наши больные после наших вмешательств, они совершенно открывают новый мир, они находят себе новую работу, они начинают по-другому жить, находят спутников жизни. И мы понимаем, что дело не в нашем вмешательстве, а потому что именно снялся какой-то внутренний комплекс, который дал возможность внутреннему миру раскрыться. Это, скажем, непосредственно если касаться внутреннего мира. А как для себя сделать выбор, я советую это всем. Это касается не только эстетической хирургии, но и любой другой. Я считаю, что когда вы собираете какие-то справки, мы сегодня, слава богу, имеем все возможности собрать, в каком учреждении делаете, кто делает. Если доктор квалифицированный, и учреждение, в котором вы делаете, тоже соответствует, то непосредственно личное общение с доктором. Доверие абсолютное должно быть доктору. Если такового нету, надо менять доктора. То есть до тех пор, пока вы совершенно не найдете того доктора, которому вы будете доверять, это главный фактор. Вы должны довериться своему доктору. Это любому доктору. Только тогда может быть успех. Коли такого не будет, вы прежде всего будете и его, и себя дублировать, проверять, звонить, не знаю, в интернете копаться. Надо довериться для того, чтобы был эффект. Менять свою внешность или нет – это выбор каждого. Но одно я могу сказать с уверенностью. Истинная красота, она внутри, а не снаружи. С вами была Рената Шакая.